Сегодня здесь, в Краеведческом музее города Канаш, состоялась встреча бывших комсомольцев. Все эти люди внесли когда-то весомый вклад в развитие нашей Родины, в развитие нашего города. Ветераны делились с юными участниками мероприятия воспоминаниями о своей юности, о съездах в ЛКСМ, о трудностях и радостях комсомольской жизни. Это знаменательное событие, приуроченное к 105-летию со дня основания Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, отметили за круглым столом беседой разные, но сплоченные одной целью поколения. Открыла эту встречу директор Краеведческого музея Анна Николаевна Пчелкина. Сегодняшняя наша встреча посвящена 105-летию комсомола. В нашем сегодня зале присутствуют ветераны, те лица, которые вступили в эту, как говорится, дружину, и присутствует молодежь, которая мало что об этом знает. И наша сегодняшняя цель – рассказать, как это все было, с чего начиналось, какие были партии, в каком году, получается, комсомол встретил свое начало. Для детей, в принципе, эта цель сегодня как раз играет большую роль, потому что музей краеведческий занимается воспитанием патриотическим, историческим, и все, как говорится, делает для подрастающего поколения. В этом зале мы собрались как раз отпраздновать, отметить 105-летие. Ветераны комсомола выделили самые главные качества людей того времени и комсомольских организаций. Обобщая ответы старогвардейцев, это дружба, коллективизм, дисциплинированность, взаимопомощь, активная жизненная позиция, чувство долга, стремление к победе и первенству. Благодаря этой встрече младшие участники мероприятия смогли задать интересующие их вопросы и узнать много интересного о жизни комсомола из уст ветеранов комсомольских организаций, существовавших ранее, а также в полной мере ощутить дыхание той эпохи, почувствовать связь времен и поколений. Ведь это только для них сейчас комсомол – это далекая история. А для представителей старшего возраста это целая жизнь. Звучало много интересных и разных вопросов. К примеру, на вопрос о зарождении комсомола в нашем городе. Что вы знаете о зарождении комсомола в нашем городе? Расскажите, пожалуйста. Очень раскрыто ответил Михаил Николаевич Александров, член комитета ВЛКСМ Шахазанской средней школы, член комитета ВЛКСМ отдельного разведбата, член комитета ВЛКСМ 17-го отдельного гвардейского разведывательного батальона, секретарь комсомольского бюро факультета иностранных языков, член комитета ВЛКСМ ЧГПИ имени Яковлева. Вопрос очень хороший, но трудный для ответа, потому что на территории Чувашии в 1917 году существовали уезды. Город Канаш с какого года возник? 1925 года. А комсомол уже 105-ю годовщину отмечаем со дня. И проще, конечно, мне отвечать, я бы стал вот так. В Цивильском уезде были не один, не два, а десятки молодых крестьян, солдат, которые вернулись с фронта Первой мировой войны, или те, которые собирались уйти на гражданскую войну, которые непосредственно включились в создание коммунистических союзов молодежи. Первые, кого можно назвать, все назовут Кузьмин Михаил. Все знают, и школьники знают, это Щеспель-Миши из деревни Казакасы. Когда еще учился в Тетюшской школе, учительской семинарии, он сначала создал партийную организацию, а потом в этой же, в Тетюшах, стал инициатором создания комсомольской организации. А вернулся в Чувашию, он был и первым председателем Ревтрибунала, и работал, и не только поэт, и революционный деятель. Вот канашцы, те, кто живет в городе Канаш, ту фамилию, имя, которое я назову, тоже должны знать.
Это Клавдия Кречетникова окончила Табурдановскую школу, церковно-приходскую, стала учительницей, работала в Новых Шальтямах. И одна из первых комсомолок, активная комсомолка, в 1921 года, в 1921 году зимой ее, как активистку, комсомолку, послали в село, Малые Кошелеи, сейчас село Комсомольское. И вот там в ходе восстания против советской власти, фактически, она была убита. Комсомолка, активистка. Достаточно вот таких фамилий мне назовите. Шибылги, село Шибылги, одни из первых. Комсомольцы, те, которые комсомольские организации в городе были созданы, они, конечно, в нынешнем городе Канаш, на станции Шихраны, конечно же, это железнодорожники. Железнодорожники, комсомольцы. Они же воевали в гражданской войне. Не просто железную дорогу обслуживали. Потом город с 25-го года, город создался. Промышленные предприятия первые создавались. Там ячейки комсомольские, конечно, были. Евгения Юрьевна Соловьева, инструктор Канашского горкома ВЛКСМ, комиссар студенческого строительного отряда, лектор и экскурсовод Канашского краеведческого музея, изложила нам подробную информацию о том, какие работы и мероприятия организовывались комсомольскими организациями и клубами. Ребята, вот чтобы вы знали, кто такие комсомольцы, по-другому, это те самые активисты и волонтеры. Они сейчас тоже есть среди вас. Активисты и волонтеры, вы знаете об этом, правда? Вот. Это были те же самые молодые люди, нам было 17-18 лет, нас принимали в комсомол. Я была принята чуть раньше, в 14 лет меня приняли в комсомол. И первый мой наставник в комсомоле была Ольга Михайловна Петрова. Я очень ей благодарна. И это было в 1983 году. У меня сохранилась одна лишь фотография. Вот, кому интересно, потом посмотрите. 1983 год. Чем мы занимались тогда, я вам скажу. Это комсомольские собрания. Это обязательно субботники и воскресники. Вот все присутствующие, я думаю, да, все побывали на этих мероприятиях. Субботники, воскресники, это конференции. Я была в комитете комсомола, и меня выбрали комиссаром отряда. Вот в первом ряду, в черных костюмах, вы видите, это наши руководители, наше руководство Чувашской республики, комсомольское руководство нашей республики. Я сама вот здесь шестая в первом ряду. Мне здесь 17 лет. Я чуть постарше, наверное, этих ребят. И, конечно же, те качества, которые я назвала, именно эти качества и развивал комсомол в свое время. В 1987 году мне удалось побывать в комсомольской зональной школе. Эта фотография, это единственная фотография, которая осталась. Город Казань. Вот здесь представители Чувашской республики. Ребята очень мужественные, героические. Вы видите, у всех комсомольские значки. Это то, что нас отличало. У меня комсомольский значок, который я получила после ленинской поверки. Были специальные экзамены. И по окончании Казанской комсомольской школы я получила вот такое свидетельство. Казанская зональная комсомольская школа. Свидетельство выдано Малышевой Евгении в том, что она прошла к повышению квалификации комсомольских кадров по экзамену по курсу «Комсомольское строительство». Вот такое свидетельство у меня есть. И те годы, которые я проработала в комсомоле, не прошли даром. Наши комсомольские стройки – это нынешний сыркомбинат, вернее, все, что осталось от него, да, но тогда это была большая героическая такая стройка. Мы не за награды. Мы были там в комсомоле не за награды. Мы были там за такие качества, как дружелюбие, общение. Вот это вот было на первом месте. Общение друг с другом, понимание, что мы идем к одной общей цели. Большой общей цели – это
развития нашего государства, нашей страны. И если нужно было, мы бы согласились стать в строй. Как в строй стали те, кто сегодня присутствует, наши мужественные героические мужчины. В общем, я хочу сказать, я помню комсомол как героический, как трудовой и как боевой. Да, именно таким запомнился мне комсомол. Поведала всем нам о истинной, самой настоящей крепкой дружбе с комсомолом, о задачах и приоритетах комсомольской организации, о личностных качествах. Моя дружба с комсомолом началась в 14 лет, когда меня принимали в комсомол в школе. И после я уже никогда не расставалась с комсомолом. Герои-комсомольцы жили во мне всегда. И еще из рассказов отца моего и матери дома всегда я слышала про пионеров-героев и героев-комсомольцев. И, конечно, те качества бесстрашия, самоотверженность, самоотдача, внутри меня копилась эта энергия, и я всегда хотела быть такой же, как комсомольцы. В 1987 году я была инструктором организационного отдела горкома комсомола города Канаша. В наши задачи входила организация собраний, конференций, пленумов горкома комсомола. И, конечно же, больше всего я любила быть на предприятиях, на собраниях. Те качества, которые воспитывал в нас комсомол, это умение общаться. Кстати, умение ораторскому искусству я научилась там же. Первые знания микрофона, первые шаги были тоже благодаря комсомолу. Первые шаги на сцене. Высказалась о добрых и замечательных наставниках своей комсомольской юности. И пару слов хочется сказать о наставниках. Замечательные наставники были у нас, у пионеров, у комсомольцев. Если возьмем пионерскую организацию, то наставником в Доме пионеров была замечательная наша Тамара Евгеньевна Золотухина. Огромный пример для нас, для пионеров, для школы пионерского актива, куда я входила. В горкоме комсомола, конечно же, хочется поблагодарить тех наставников, которые стояли у руля в горкоме комсомола, когда я работала. Это Павлов Олег Евгеньевич, это Савчук Олег Валентинович. Наставники – это наша сила, наша мощь, наш интеллект. Спасибо им огромное. Вячеслав Николаевич Сергеев, председатель Российского союза ветеранов Афганистана по городу Канаш и Канашскому муниципальному округу, секретарь комсомольской организации школы номер 61, так же, как и другие гости этой теплой праздничной встречи, поделился с присутствующими своим мнением в отношении работы комсомола. Я в то время являлся секретарем комсомольской организации школы номер 61, это 1977-1978 год. Она тогда была 8-леткой. Поэтому мы 8 класс закончили, и в то время у нас был такой спортивный, именно комсомольский лагерь, юбилейный под Алатырем. Там встречались все активисты со всей республики. То есть мы там менялись своим опытом работы. Комсомол всегда был впереди. Мы и спортом занимались, и учеба у нас была прекрасная. Плюс мы всегда старались помогать, допустим, нас направляли вот там-то где-то живет бабушка, дедушка, им надо помочь. Мы собрались без слов, вперед, снег почистим, дрова наколем, тогда в основном печное отопление было, почистим, как говорится, воды где-то надо будет натаскать. И уже бытность свою, службу я служил в Афганистане 81-83 года. У нас всегда, когда мы уходили, демобилизовались, то есть уходили на дембель, у всех ребят с левой стороны вместе с боевыми наградами был комсомольский значок. У всех всегда с левой стороны вместе с боевыми наградами. Герман Петрович Николаев, член БЛКСМ с 1978 года, секретарь комсомольской организации СУ номер 6, Стройтреста номер 3, председатель пограничного братства, воин-интернационалист, осведомил всех собравшихся информацией о том, что он принимал прямое, активное участие в строительстве сыродельного комбината и Канашского завода строительных материалов. Я на это строительство
был направлен райкомом и городским комитетом ВЛКСМ. Районный комитет ВЛКСМ, первый секретарь был Нягин Владимир Иванович. Ильич, извините. А в городе был Павлов Олег вроде Иванович. Вот. Я со всей молодежью принимал участие на строительстве сыродельного комбината и Канарского завода строительных материалов. Это керамблоки, так называемые. Был в строительной организации неосвобожденным секретарем комитета ВЛКСМ с 87-го, но по развалу СССР как бы. А самовольно не писал заявление об уходе из комсомола. Как бы я остаюсь комсомолом. Комсомольцем, то есть. В итоге на этом строительстве сыродельного комбината очень много молодежи работало из бывшего СССР, как мы говорим. Латвия, Литва, Молдавия. Ну, все регионы участвовали. И, естественно, мы работали здесь, в городе Канаш. Проживали они в так называемом район БАМ у нас есть. Общежитие было сыродельного комбината. Дом номер 14 агрегатного завода. Вот. Мы даже после работы не уставали. Мы все вот эти встречались после работы, там был красный уголок, и вели всегда дискуссии, танцы кое-какие. Ну, все было в движении. Вот, как-никак очень активно дружили, очень активно работали и отдыхали активно. Раньше сказали, что у нас комсомольские значки при демобилизации всегда на груди с левой стороны было. Это с боевыми наградами, но комсомольский значок у нас всегда был он и билет комсомольский в кармане, и значок на груди. В армии в 1982 году после первого рейда, будем говорить, операции, у нас она операция называлась, это 2 месяца длилась. Комсомол мне наградил высшей наградой комсомола «Воинская доблесть». Это Центральный комитет ВЛКСМ награждал. Я горд по сей день его ношу на форменной одежде. Иван Данилович Васильев, секретарь комсомольской организации, секретарь батальона, инструктор политотдела по комсомолу, председатель Канашского совета советских офицеров, бывший директор завода керамблоков, рассказал на встрече свою историю вступления в комсомол, о своей работе и жизни и о примерах тех комсомольцев, на которых нужно равняться современной молодежи. Я вступил в комсомол в 1966 году. С 1975 года член Коммунистической партии Советского Союза. Вот тут вспоминали строительство Канарского завода керамических строительных материалов. Я работал уже в то время главным инженером строящегося завода. И мне вспоминается вот такой случай. Пришел вагон с огнеупорным кирпичом. Время 5 часов. А в то время за простой вагона были, ой-ой-ой, какие штрафы. Нужно было срочно выгрузить. Я пришел в бухгалтерию свою. Девочки, сможете помочь? Да вот, у нас дети, и мы не можем. Пошел к прорабу СУ-6, Петр Иванович Иванов. Петр Иванович, вот такая ситуация. Помоги, пожалуйста. Сейчас я тебе комсомольцев дам. И мы выгрузили вагон, перевезли на площадку. То есть этим примером я хочу сказать то, что на комсомольцев можно было всегда положиться. Вот вы вспомните подвиг Матросова, других комсомольцев во время Великой Отечественной войны. Вы наверняка не знаете, что у комсомола ордена были. И один из них – это за освоение целинных и залежных земель. То есть везде вот первыми. И никто не заставлял, что вот вы езжайте туда. Как бы даже очереди были, чтобы туда ехать. У меня в жизни получилось так, что я вступил в комсомол, секретарь комсомольской организации. В армию призвался, секретарь комсомольской организации, инструктор политотдела. Вступил в партию,
опять мне партийное поручение, секретарь комсомольской организации Красноярских городских электрических сетей. Так что с комсомолом я связан с 14 лет, наверное, и до 28 без перерыва. И сегодня, вот заканчивая свое выступление, хочу сказать, именно обратиться к молодежи. Надо объединяться, возрождать. Может быть, не совсем тем уставом, который был у нас. Он может быть изменен в связи с тем, что у нас жизнь меняется, все меняется. Но во всяком случае объединиться. Если что-то нужно, вы можете обратиться к нам, что-то помочь организовать. Пока, конечно, мы живы. Скоро и нас не будет. И про комсомол хотелось бы, чтобы это поколение молодежи вспоминало, и даже бы кто-нибудь из вас, может быть, расскажет своим внукам о сегодняшней нашей встрече. А Игорь Леонидович Краснов, член правления межрегиональной общественной организации Союза ветеранов групп войск в Германии, России, секретарь комсомольской организации пожарной охраны, член горкома ВЛКСМ, поделился добрыми и светлыми воспоминаниями и теми, что связывают его с комсомолом. С комсомолом меня связывает очень много хороших воспоминаний, так как я был секретарем комсомольской организации в Канарской пожарной охране. Вот, а также был членом горкома комсомола. Будучи в комсомоле в пожарной охране, я был секретарем комсомольской организации, мы проводили тематические вечера с комсомольцами. Также объединились с комсомольцами Канарского узла связи и также с Канашторгом. С комсомольцами узла связи проводили в 4-й столовой вечера отдыха и тематические вечера, были сценарии и все прочее. Также мы ходили в походы в свободное время от дежурства, потому что работа в пожарной охране, работа сложная, опасная и требовала, и также играли в футбол, спортом занимались. А будучи членом горкома комсомола, мы тоже проводили мероприятия, были и собрания. Я делегатом был комсомольской конференции района и городской конференции во Дворце культуры, которые проводились. Вот. И также мы провели очень интересно комсомольскую свадьбу секретаря комсомольской организации агрегатного завода Алексеева. Вот. И на этой свадьбе участвовал нам, всем известный вокально-инструментальный ансамбль «Альтаир». Также еще на улице мы не просто были комсомольцами, мы организовались, просто подумали и в подвальном помещении на улице Карла Маркса, где сейчас стоматологическая поликлиника, организовали комсомольско-молодежный клуб по интересам. В подвальном помещении мы там с комсомольцами. И также у нас в этом клубе были участники, которые стояли дети на учете в милиции. Вот. И даже те, которые дети были вернулись с места лишения свободы. Мы их всех прибрали и с ними провели более 100 городских мероприятий. И что интересно, сотрудник милиции есть, и 2 из них, которые стояли на учете милиции, потом работали в милиции. Да, очень интересно, конечно. Вот. И поэтому, и до сих пор душа осталась комсомольская. И я держу комсомольский билет. Это очень дорогой мне документ. И поэтому я живу до сих пор с девизом «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Вопросы школьники 8 класса школы номер 10 задавали очень активно, что говорило о глубокой заинтересованности ими данной темой. Почему было престижным быть комсомольцем? О достойном статусе быть комсомольцем и о своей комсомольской жизни поведал Евгений Николаевич Мурзин, подполковник полиции РОВД, председатель комсомольской организации факультета ЧГУ имени Ульянова города Чебоксары. Комсомольцем было, наверное, даже не престижно быть, наверное, какое-то другое слово нам подобрать. Это достойно, да, достойно. Это надо быть достойным комсомольцем. И мы мечтали быть в комсомоле, потому что действительно, вот сейчас сколько всего хорошего сказали про комсомол, а тогда это было вообще
заоблачно для всех. И все из пионеров стремились в комсомольцы. Ну, моя комсомольская жизнь тоже началась в школе. Принимали нас тогда горком был партии, да, то есть вот горком, да, горком комсомола. То есть не в школе, а именно прямо туда нас вызывали. Там были свои сотрудники, это тоже было очень волнительно. Это все как бы перед ними и отчитываться, и рассказывать. Ну, в комсомол приняли сразу. В итоге жизнь, как говорится, дальше пошла комсомольская. Я отслужил в армии. В армии тоже в учебной части закончил школу комсоргов. Как она называется сейчас, честно говоря, забыл. У меня даже удостоверение осталось. У меня и комсомольское удостоверение осталось, и вот удостоверение этой школы тоже осталось. Что-то я как-то не захватил ее. Тоже. Затем как попали в Афганистан, как вот уже ребята сказали, что у нас действительно у всех комсомольские значки, кто был в комсомоле, обязательно должны были носить с левой стороны. По окончанию, служив в армии, работал на заводе в агрегатном. Затем поступил в ЧГУ. И, наверное, то, что я окончил вот эту комсомольскую организацию в Туркво, наверное, это тоже послужило тому, что меня выбрали секретарем комсомольской организации исторического факультета Чувашского государственного университета. Ну, побыл, конечно, там комсоргом недолго, так как уже комсомол уже распадался. То есть в 91 году уже где-то комсомол распался. И как бы считаю себя как бы причастным к распаду этой комсомольской организации, как будто все из-за меня выбрали, и комсомол распался. Очень печально, конечно, это действительно. Хотелось бы, чтобы организация, она возродилась вновь, как уже сказали, чтобы все было... Мы с удовольствием вступим в эту организацию. О достоинстве комсомольцев внес дополнение Герман Петрович Николаев, член ВЛКСМ с 1978 года, секретарь комсомольской организации ФСУ номер 6, стройтреста номер 3, председатель пограничного братства, воин-интернационалист. Еще он рассказал про опаснейший случай из жизни военных товарищей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. До службы Афганистана я служил в Узбекистане. Это город Термез, Термезский пограничный отряд по охране государственной границы Советского Союза. И такой интересный случай. Вот ребята тут вопрос задали, там, престиж, достоин и так далее. Был такой момент. Был прорыв границы с сопредельного государства. Это значит с Республики Афганистан. И однозначно те, которые мы служили на заставе, это на границе блокируют все, а отряд блокирует тыл. Это значит от границы далее. И надо было пройти возле реки Амударьи, но площадь большая, камыши, но там где-то по пояс вода. А командующий КСАПа, сам лично с Ашхабада прилетел, с герской фамилией до сих пор помню, имя, отчество не помню, но он был генералом. Теперь он генерал-полковник, точно знаю. Он нас в одну шеренгу построил. Комсомольские билеты сдать. Все мы собрали, потому что комсомольский билет, он с левой стороны, всегда в кителе был. Мы сдали комсомольские билеты и прочесали вот эту местность по пояс в воде. А в Средней Азии, вы все прекрасно знаете, что там и змеи, чего только нет. Всего-всего очень много. И все эти, вот то, что мы говорим, горжусь, что я был комсомольцем. И наш командир, самый главный командир КСАПа, команду дал. Комсомольцы есть? Есть. Положите, выньте билеты, положите в одно место. И прочесали, и эффект был. Почему? Потому что если бы вот этого момента не было бы в одну шеренгу и прочесать эту местность, мы нарушителей не нашли бы.
Нарушителей нашли, всех поймали, всех сдали в определенное место. Вот я почему говорю, вспоминаю, в тот момент не каждый полезет в эту воду. Ну, где-то в пределах, это осень была, но в Средней Азии это местность жаркая, но где-то в пределах вода была 15 градусов. Ну, я, например, вот горжусь, что я был комсомольцем. С многогранным, очень насыщенным ответом на еще один очень интересный и важный вопрос школьника. Какой вклад в вашу жизнь внесла комсомольская организация? О вкладе комсомольской организации в жизнь ветеранов поспешил дать пояснение Валерий Викторович Калиганов, член комитета комсомола школы номер 64 в 1985-1986 годах. Комсомол организация такая, что она придает много сил, уверенности в себе. В будущем она помогала, вот эта организация, в будущем чувствовать себя более уверенным, более спокойным и придавала много возможностей продвижения вперед. Мне вот лично комсомол очень, так сказать, помог. После окончания школы, да, я тоже, как вот наши друзья тут тоже есть, попал в Афганистан, службу в Афганистане проходил. И у нас было всегда так, что комсомольцы всегда в первых рядах, никуда не отступали, ничто нас не могло остановить. И как всегда раньше говорили тогда, нам вот до этого еще тоже говорили, что там целину поднимали, воспитывались мы тоже на подвигах наших отцов и дедов, которые принимали участие в Великую Отечественную войну, Гражданскую войну. Читали очень много литературы. Тот же Павел Корчагин, Александр Матросов, вот тоже упоминалось уже. И вот нас также воспитали, и мы были вот в комсомоле. И это все, так сказать, от души идет, из-под подсознанием. Оно как-то вот ответственность за нашу Родину, за наше Отечество. Самое главное, наверное, я так думаю, что комсомол, он сплачивает молодежь, которая потом в будущем, она уже сплотившись, никуда, так сказать, не скажу, что там разбегается, не разбегается, наоборот, еще более, наверное, начинает более плотно работать. И еще вот в данной ситуации уже сейчас, получается, комсомола как такового не существует. Но те комсомольцы, вот я, грубо скажем, из тех, наверное, из последних уже, в 1984 году я вступал в комсомол. Ну, наверное, это вот уже ближе к концу, да, ближе к концу, вот это ближе к 90-м, когда уже все это распадаться начало. Но вот те, которые уже были в комсомоле, мне кажется, что это на всю жизнь. Комсомол, он есть комсомол. И один раз вступив в него, он, по-моему, остается всегда в душе и в сердце. Михаил Николаевич Александров, член комитета ВЛКСМ Шихазанской средней школы, член комитета ВЛКСМ 17-го отдельного гвардейского разведывательного батальона, секретарь комсомольского бюро факультета иностранных языков, член комитета ВЛКСМ ЧГП имени Яковлева, также внес свое дополнение в отношении вопроса о престижном статусе комсомольца и о его привилегиях, а также привел несколько примеров достойных граждан-комсомольцев далекого советского времени. Было престижно быть членом комсомола, потому что члены комсомола выбирались делегатами съездов комсомола. Вот Доярка. Вряд ли бы ее избрали делегатом съезда комсомола. Вряд ли бы Валентине Дмитриевой присвоили звание Героя социалистического труда, если бы она не была комсомолкой. Была комсомолкой активисткой. Вряд ли бы Иванова Юля из Брестинского района родом, Янгличи вышла замужем, работала в Брестинском районе, передовицей производства была, дояркой, свинаркой, так? Стала делегатом съезда комсомола, делегатом 25-го съезда комсомола, лауреатом премии Ленинского комсомола.
Как не было престижно? А если бы она не была членом ВЛКСМ, ее бы совсем забыли? Руслан Геннадьевич Иванов в ГСВГ служил? Служил. Так? Отлично служил. Но работал механизатором и сейчас работает механизатором, несмотря на то, что ему за 70 лет уже. Делегат съезда комсомола, орден почета, знак почета. О своей активной жизненной позиции, спортивной и военной жизни, наградах, основной работе и семье поведал Николай Кузьмич Шемякин, старший лейтенант, председатель Союза советских офицеров города Канаш и Канашского района. Комсомольская организация не может заменить, конечно, никакая организация. Она была и будет. Я являюсь членом Союза советских офицеров, председателем Союза советских офицеров по городу Канаш, Канашского района. Вот. Я вступил в комсомол в 1976 году. Занимался спортом, поступил в техническое училище номер 17. Потом там выучился, и нас направили на завод электропогрузчиков. Вот там мы работали 2 года, 2 армии. Каждый день ходили пешком в Утабысе и Канаш. Это 8 километров туда и обратно. Еще работали, вот так у нас, как бы закалялось, мы так закалялись. В 1978 году призывался в советскую армию. Там прослужил 2 года, служил, призвался в морскую пехоту 55-й дивизии. Потом там уже нас отбирали, так как в спортроту, так как я уже до армии выполнил кандидат мастера спорта СССР по лыжным гонкам. Хорошо помню, вот Анатолия Воронкова, брат у него Владимир Воронков, вот мы вместе занимались. Он выступал по мужчинам, как говорится, мы юниоры были. Это Владимир Воронков, как говорится, и вот его братишка, как бы стали моим кумиром, наставниками, как бы. Вот. На спартакиаде занимали 1-3 места всегда, город Канаш. Он славился всегда лыжными гонками. Вот. После армии вернулся, стал заниматься парашютным спортом. Ну, до этого еще за сборную Чувашии выступал по лыжным гонкам, за промтракторов. Ну, конечно, мы там числились, а так мы были уже как профессиональные спортсмены. Выступали за сборную Чувашии, бывало, как говорится. Ну, проходили дистанции, 50 километров марафон, бегали тоже, как говорится. Ну, эта закалка, наверное, скорее всего, с детства так осталась. Иначе было бы трудно все это осилить. Потом занимался парашютным спортом. Был инструктором по парашютно-десантной подготовке. Имея 167 прыжков с парашютом. Вот. Ну, работал я в Урмарской фабрике, и потом у нас был кружок парашютный, ребят готовил. Ну, мои воспитанники уже где-то, наверное, если так перечислить, наверное, человек 100, наверное, десантников, которые подготовил, и морской пехоты. 5 из них стали офицерами высшего ранга, до полковника сейчас дослужились. Ну, я горжусь ими. У нас династия такая же, наверное, была, прежде всего, наверное, патриотическая. Дед у меня воевал в Чапаевской дивизии, гражданскую войну. У нас в роду есть генерал-майор, как говорится, да, дослужился, как говорится, до генерал-майора. Потом подполковник ФСБ, это Шемякин Валерий Викторович, его прекрасно, наверное, знает, конечно, тоже. Который трагически погиб в Дагестане. Потом братишка, тоже подполковник ФСБ. Сейчас вышел на пенсию, тоже служил в Дагестане. Сейчас 2 племянника у меня закончили высшую военную академию в Санкт-Петербурге. Это самая большая организация молодежная, переходящая в взрослую жизнь. Она являлась не только как сказать, духовной, нашим наследием, она являлась, в ней и музыканты были молодые, исполнители песен. Перед ними уважение пенсионеров, пожилых людей, они вызывали уважение.
мне хотелось бы, обращаясь сегодня, и сказать о том, чтобы возродился наш комсомол. Он не только у нас в России, в Советском Союзе процветал, но он имел влияние и за рубежом. Выезжали наши комсомольцы и своим примером показывали наше общество, каким является наше общество. Все стройки, которые были, БАМ, все возглавлялись молодежью. Был задор, песни звучали душевные, и они, как сказать, прославляли нашу власть. И очень хочется, чтобы вот эти комсомольцы, наши вот старшее поколение, чтобы возродили вот это наше движение комсомольское, комсомольско-молодежное. Потому что это фундамент, это такая сила, это фундамент на будущее не только на сегодня, на завтра и на будущее. Это связь поколений. Это самый такой в коммунистическом строе, это самый такой, вот говорили, цепь. Это самое сильное звено в этой цепи. Еще на парочку весьма значимых вопросов о существовании организаций, заменяющих комсомол сегодня, Есть ли сейчас какие-то организации, которые могли заменить комсомол? и о том, со скольки лет принимали в комсомольские отряды, Со скольки лет могли стать комсомольцами? в ходе беседы ветераны комсомолы, дополняя друг друга, по очереди давали ответы. О государстве, власти, республике, об основных функциях комсомольских организаций и о других преимуществах молодежи в комсомольских организациях СССР поведала Дарья Васильевна Петрова, секретарь комсомольской организации, член горкома ВЛКСМ, секретарь райкома ВЛКСМ. Мне бы хотелось остановиться вот на этом моменте, потому что государство наше большое, республика тоже не маленькая все же. А ведь государством, жизнью надо управлять. А управляли высшие государственные органы власти, это Верховный Совет СССР, РСФСР, Чувашской республики и местные органы власти, народные депутаты, депутатов трудящихся, вначале солдатские там были во время революции, в начале революции, депутатов трудящихся, потом народных депутатов. И вот обязательно там, изучали, конечно, присматривались, выбирали и выдвигали кандидатами в депутаты местные органы власти, Верховный Совет Чувашской ССР, РСФСР, СССР, Союза СССР, молодежь, комсомольцев. Вот. Они там представляли государственную власть, управляли государством. Начальное звено, конечно, местные органы власти были, районные, городские. Но кого бы я назвала наших депутатов, самых молодых? Вот когда я была депутатом Верховного Совета 12-го созыва, к сожалению, последнего Чувашской ССР, там очень 1/3 представляла, были молодые люди, еще комсомольцы, рабочие, колхозники, животноводы, там были и учащиеся были. Вернее, студенты были у нас, не учащиеся, а студенты. Они наравне со взрослыми людьми выступали, предлагали свои предложения при принятии разных законов, которые мы принимали в Верховном Совете. Основная функция, помимо трудового воспитания, дружбы, патриотизма, была вот это умение управлять государством, работать в органах власти. Это была очень серьезная работа, потому что от принятия законов, в каком направлении, какие бюджеты формируются. Закон – это всегда обобщение прошлого, настоящего и будущего. Там уже, наверное, больше половины будущее в этом законе пишется, и оно на основе законов претворяется в жизнь наше будущее. Я бы сказала даже вот так. Никогда этот не померкнет, никогда в наших умах и сердцах. Это достойная жизнь комсомольцев. А еще комсомольские молодежные бригады были, и в колхозах бывали комсомольские молодежные экипажи комбайнеров. Бывали у нас, они специально, если передовики, если там, самое большое количество, до комбайна-то СК-4, СК-5, они по сравнению с современными маломощными, более-менее, все же они маломощные. Но на этих комбайнах наши комбайнеры, молодые экипажи, Руслан Иванов, вы вспоминали его, нет сегодня, они намолотили где-то 8
тысяч центнеров зерна, это 8 тысяч тонн. Если поделить его на 10 даже тонн, это сколько машин зерна они намолотили. Они работали ночами, днями, ловили каждую минуту солнца, каждую минуту теплой погоды, чтобы зерно поспело, оно не мокло, гнило потом на таках. Животноводы были, вот вспоминали бы одного животновода сегодня, девушка из нашего района. Потом, военачальники сказали, животноводы, комбайнеры, врачи у нас. Шашков Анатолий Иосифович, он был вечным секретарем комсомольской организации нашей центральной районной больницы. Он невролог, очень хороший специалист, очень известный в нашем районе, в городе. Он был всегда секретарем комсомольской организации центральной районной больницы. Организация была очень большая, наверное, около 200 человек там тоже работало комсомольцев, потому что коллектив состоял из 800 человек примерно нашей этой больницы. В нашем районе есть семья Терентьевой. В районной газете был очень хороший материал, Ольга написала у нас. Они там на БАМе работали очень долго, лет 25. Как раз они работали, на каком участке было это в газете. В районной газете был такой материал на чувашском языке. Они там получили награды, высокие государственные награды, сейчас живут в деревне. Про Гагарина не вспомнил, наверное, комсомолец. Гагарин полетел в космос. Воспитанник комсомола. Так что через годы комсомола прошли такие люди, на которых держится и держалась и держится весь Советский Союз и нынешняя Россия. Это вообще, поэтому я бы сказала так. В семьях родителям, если не читали, надо читать советские книги, может, хроники разные, и рассказывать детям, внукам. Может, вначале этого не хочется молодежи, и слышать, и услышать как-то, но это все равно остается в голове это комсомол. Когда я вступала в комсомол, были чехословацкие события как раз. Это 68-й год. Чехословацкие события были. И мне задали там. А составляя бюро райкома комсомола и горкома, наверное, всегда были ветераны партии комсомола. Они были членами бюро райкома комсомола у нас в Канарском районе. И один из них задал, я очень хорошо помню, вопрос мне, что случилось с Чехословакией? Я ответила, мне сказали правильно. Я говорю, они хотели сбить, наверное, с социалистического пути развития Чехословакии, государства Чехословакии просто. Они сказали правильно. Так. Всегда быть надо. Надо рассказывать больше. У нас мама работала, она, 4 класса кончила я, в принципе, только. Вечной колхозницей была. Она строила Казанский рубеж, Яндекский отвод. И она все время рассказывала об этом. А я говорила в душе, вслух ей не говорила. А что она все время рассказывает? Там лес готовили, вывозили дрова для паровозов с Брестинского леса, там деревни Сизим такие есть. Я говорю, все время, я была молодой еще совсем, даже школьницей. А что она все время об этом рассказывает? Зачем это надо? А теперь думаю, она все это очень сделала правильно и верно. Поэтому родителям, старшему поколению всегда надо рассказывать, показывать. Вечер получился очень ярким и насыщенным. Всем гостям мероприятия было что обсудить и вспомнить, а школьники остались в полном восторге от рассказов Старой Гвардии. Завершающей, но позитивной нотой этого исторического события стала фотография на память и совместное чаепитие. Людмила Матвеева, Павел Демин, Канашский краеведческий музей.